Коми на 22-м месте по уровню цифровой зрелости среди 82 регионов страны. Мониторинг проводит Минцифры России и оценивает по 30 показателям. При этом их число уже в будущем году будет еще больше. А значит, увеличится и количество задач перед республикой. О результатах 2021 года рассказала первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Анастасия Голубых во время рассмотрения госпрограммы «Информационное общество» в Госсовете Республики. Елена Кононова подробнее. За последние 3 года в 300 населенных пунктов в Коми пришел скоростной интернет. Причем сегодня мировая паутина доступна не только в больших селах, но и деревнях численностью всего от 250 до 500 человек. Там устанавливаются Wi-Fi точки доступа к сети интернет. Все это стало возможным благодаря программе устранения цифрового неравенства. Буквально неделю назад настоящий праздник устроили в селе Петрунь Интинского района. Ранее тут была диал-ап-связь. Сейчас оптика волоконная. В 2021 году, наконец-то, к общей радости и жителей села Петрунь, и Ростелекома, и Министерства цифрового развития совместным проектом проложили, наконец-то, волоконно-оптическую линию связи до села Петрунь. Подключили уже 3 объекта социально значимых. Это ФАП, это школа, это пожарная часть. В этих учреждениях уже интернет имеется, люди пользуются, уже оценили по достоинству. 7 населенных пунктов в этом году будут обеспечены также мобильным интернетом и, соответственно, сотовой связью. В следующем году в планах еще 14 сел и деревень. А какие конкретно это будут выбирать сами жители населенных пунктов. До 15 ноября идет голосование на портале госуслуг. Свое мнение можно также отправить на адрес Минцифры Коми письмом через Почту России. Как показывает жизнь, теперь без интернета никак. Ведь большинство услуг можно получить в цифровом формате. И не только. За движением маршрутки и то можно проследить в онлайн-режиме. Сегодня, например, в Коми идет активное внедрение единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом. К ней уже подключены 169 единиц техники Сыктывкарского АТП и 7 межмуниципальных маршрутов. Практическая значимость очевидна как для заказчиков перевозок, это контроль, онлайн-контроль соблюдения расписания и выполнения маршрутов, так и для граждан, для которых становится доступен сервис онлайн-информации о движении и времени прибытия автобуса. Планом мероприятия до конца следующего года предусмотрено подключение к системе всех перевозчиков по всем маршрутам и школьных автобусов. Правонарушения на дорогах Сыктывкара, Ухты и Воркуты позволяет отслеживать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Сегодня там, где есть рубежи контроля, существенно снизилась аварийность. Есть также положительная динамика снижения преступлений, совершенных в общественных местах. Система «Безопасный город» – это огромный инфраструктурный проект, и наш субъект, один из немногих субъектов, который уже подходит к финалу реализации данного проекта. Система аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» с апреля находится в опытной эксплуатации и внедрены в эксплуатацию уже сейчас 72 рубежа фото-видеофиксации, более 300 камер наружного наблюдения, что уже привело к положительным результатам. Еще одна сфера деятельности, которая под контролем Минцифры – многофункциональные центры. Они сегодня особо востребованы жителями республики, но не везде есть служба одного окна, поэтому с ноября в села республики отправится мобильный МФЦ на колесах. Это такой офисный кабинет в автобусе, куда есть доступ в том числе и инвалидам. В ближайшее время комплекс будет обслуживать жителей поселка Краснозатонский. В дальнейшем мы сможем обслуживать всех жителей близлежащих районов. Ориентироваться будем на заявки жителей, то есть там, где у жителей высокая активность и потребность в получении государственных муниципальных услуг, будет составлено специализированное расписание и уже будем отталкиваться от заявок. Все цифровые технологии в самых различных сферах республики реализуются по госпрограмме «Информационное общество». И цифра сегодня применяется везде. Только вот не хватает высококвалифицированных айтишников. Они уходят в другие организации за высоким заработком. Первый заместитель руководителя профильного ведомства отмечает, сегодня эта проблема действительно есть. Поэтому плотно работает с СГУ, стажирует студентов и обучает их. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.